Здравствуйте, 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 друзья! Программа «Просто вкусно». Я Петр Цепандин, канал Якутия-24. Мы начали только-только, мы продолжаем летнюю версию наших передач. Мы вышли, наконец-то, на наше якутское долгожданное короткое лето. Пусть мы вышли на улицу. И мы сегодня находимся в гостях у радушного хозяина Альберта Окоркова. Как обычно, мы с Семеном Тарбаховым здесь. Да, шеф-повар Мусхая, мой соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Владимир Федотов. Республиканский национальный центр медицины, врач-эндоскопист, более чем с 30-летним стажем. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Да. Первое, что я обычно всегда говорю нашим гостям, спасибо, что вы согласились радушно, чтобы быть гостем моей передачи. И традиционный вопрос, который я опять-таки задаю своим гостям. С чем вы к нам сегодня пришли, что мы будем сегодня делать? Спасибо, Петр, за приглашение. Я пришел в передачу, как мужчина, все якутские мужчины, все мясо любим. Да. Да. Ну, это не секрет. Да, мясоеды. Да, мясоеды. Когда так говорят, я просто радуюсь. Да. Поэтому я сегодня буду готовить мясное блюдо. Мясо на костях, говорят, еще вкуснее бывает, мякоть, чем мякоть. Мясо на костях и гриль с овощами. Сейчас мы початок кукурузы купили, взяли. Не говорим, где купили. Да, у нас без рекламы. Да, без рекламы. Да, и это, по-моему, жеребятина, да? Да, жеребятина. Жеребятина, ага. Немножко, по-моему, уже промаринованная. Да, вы вместе, по-моему, с Семеном это все готовили. Да. И розмарин для придания более вкуса. Душки, да. Хорошо, я предлагаю сразу уже как бы там место в карьер. Да, Семен? Да. Да, у нас уже угли уже... Да, могу уже сказать, давайте мы это откроем. У нас уже очень все хорошо прогрето. Что у нас там творится, да, вот такое... Как раз. Отличная фазенда у Альберта, да, такой каменчик, угли, все дела. И можно, в принципе, начать готовки. Давайте я чуть-чуть пройду сюда. Да, начнем. Кукуруза у нас, она сама вообще не растет, но... Да. Как говорится, мы... На гриле она получается... Логистика у нас уже развивается. Больше новых продуктов с каждым годом. И вот это дело мы просто отлаживаем. Слегка можно поперчить. Для вкуса поперчить? Да. Поперчить. И все. Так, остальное у нас получается... Мы розмарин пока выкладем сюда. Очень хорошая такая жеребятина на кости. Называется она каре. Корешки. Да. Корешки. Да, корешки. Вот они очень такие хорошие. Мягкая часть. Мы также возьмем мясо и также начнем его перчить. Уже качественная жизнь. Владимир, второй вопрос, который я задаю, да, между готовкой, да, все-таки у нас, мы позиционируем нашу передачу как кулинарное ток-шоу, да, все-таки больше мы уделяем внимание разговорам, да, и поэтому, чтобы наши телезрители узнали, кто вы, собственно, да, я это называю, как я дошел до жизни такой. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, да, откуда вы родом, да. Я родом из Верхневилюйского улуса. Села Верхневилюйск. У меня мать Верхневилюйская, отец с Мегино-Кангаласского улуса. О, мы земляки же. Да. В то время какие специальности? Врач, инженер или учитель? Из троих надо выбирать. Сейчас много же профессий. Да, а тогда уже как бы советское время, получается, да, немножко так настропалировали, да. Да, что как бы обязательно. Врач, учитель и инженер. Но тогда было так, Тогда было так, да. Это было нормой, скажем так. Инженером, И вы решили стать врачом? Инженером, но в точной науке я гуманитарий, поэтому химия, биология ближе, поэтому поступил в медицинский. Медицинский. Сразу поступили? Нет, не сразу. Я еще там, когда в моем детстве был очень хороший военком, Борисов, по-моему, фамилия. И там мы всем классом хотели стать военными. То есть опять-таки же влияние учителя, педагога. Авторитета. Военными, но я хотел врачом и соединил. Так. Да. Вот эту? Ага, для решеточки, да? Соединить и военным врачом. Военным врачом. Вообще романтичное, да? 16 лет закончил. Вообще романтично. И вроде военный, и вроде врач, и людей спасаете. То есть
И сам уехал. И заветы мамы тоже как Да. будто. Ага. Санкт-Петербург. Там военно-медицинская академия имени Кирова. 16 лет. Один в Санкт-Петербург. Ну, там как-то не получилось. Там приемная комиссия за городом была. Там Царское село, Гатчина. Там что-то- Бывали. Да, да. Что-то там мне скучно стало. Там мои абитуриенты, ну, мальчики все. Да. К ним приходят дедушки, папа, там генералы какие-то. Ко мне никто не приходит там. Ну, конечно, я все не сдал, провалил экзамен и переехал. Ну, год работал в Верхнеюльске санитаром. Медбратом называется. Медбратом, То время тоже медбрат слова не было. Медсестра же все. Все медсестры. А медбрат тоже удивительно было, как это медбрат. Медсестра. Какое-то женская профессия, там что-то. Смеялись друзья. Ну, я отработал 1 год. Так, И- набрались опыта. Да, и на следующий год поступил в наш мединститут. Ну, То медфак. есть подучили матчасть, скажем так, да? Матчасть, да. Да. По-моему, там же биологию надо сдавать, по-моему. Биология, химия, биология. физика еще, русский А, язык. физика еще, да? А, надо же. Русский язык. В то время было. Сейчас, по-моему, нет. И вот поступили, и, получается, этот медицинский институт. Да, медицинский институт. Медфак там был. Переехал. А, медфак. В то время медфак был. Да. Ну, поступил, 6 лет учился там. И все. Вот врачом работает до сих пор. И вот врачом уже стали, да. А вот выбор профессии, даже когда ты врач, обычно же врачей же делят на тех, кто режет, и на тех, кто не режет, да? Есть такое, да? по-моему? Есть такое, есть Ну. такое. Но я не из хирургов. Мгм. Ну да, понятно. Да, хирурги не пошел. Через терапию, через фтизиатрию. Ну, закончил, потом перешел в эндоскопию. Как раз когда открылся медцентр. Сразу перешел. И вот до сих пор работаю. Это же в 90-х годах, по-моему, да? Да, В начале 90-х. в 92-м, официально 92-й год. Открытие Открытие. медцентра. 30 лет в Ну, этом то есть году. уже 30 лет будет В этом году. медцентр. Медцентр, да. Ну, блин, время как летит, да? Да. Я в 30 лет назад школу заканчивал. Да, тогда уже медцентр был, да, Да, кстати. 92-й. Я вот в город приехал, уже медцентр Да, уже был. очень. И вы 30 лет в медцентре уже работали. То есть, получается, вы сторожил. Да, уже ветеран. Уже, ну и само собой, уже и сторожил, и ветеран. Да, ведь сторожил, да. А то, что вы... Так, Начинаем. начинаем. да. А между тем, Между тем, да. Мы берем кукурузу и выкладываем. так, Шипит красиво. я не мешаю камере? Мы так аккуратно смотрим. Вы вообще сами любите готовить? Ну да, ну как все мужчины, да, ну, дачные, вот шашлык, вот. Получается, да. это если какой-то семейный редко, такой. редко, да, семейные традиции. Шашлык, мясо за мной. А какая кухня вам больше нравится? Ну, кроме якутской кухни. Ну, якутский, конечно. А ну, сейчас очень вот азиатская. Азиатская? Вот недаром вот я почему я хотел спросить, вот это, откуда, какую-то же историю имеет это, да? Да. Не просто же головной убор, который В первый моей семье попавшийся. говорят, когда я вот готовлю, например, шашлык, когда вот я в тюбетейке, вкуснее получается. Да, как бы, Удачи передает, да? да, прикосновение небольшой к культуре, да? Да. Ага. Чем? Ну, головные уборы я вообще тоже почти коллекционирую много-много. Ну, Тоже где- хобби, где получается, бываю, одно из, за рубежом покупаю. И тюбетейки, шапки, шляпы. Интересное хобби. Большая коллекция? Ну да, ну не очень большая, ну 20, наверное, есть где-то. Ну, Со всех много уже, сторон, да. да. Одну комнату можно заполнить. Ну Стенку да. одну можно. Одну стенку одной комнаты, да. Я тоже знаю много друзей, которые, ну, например, конкретно бейсболки там, да, разных спортивных команд, да, там, да, коллекционируют. команды Всё вот, это, да, команды, да. Или там бейсболки городов, там, да, например, типа. Ну, не суть. Хорошо, тогда вопрос такой, вот, скажем так, выбор профессии. Все-таки вы же сказали, что вы не из тех, которые хирурги. Ага. Да, а почему именно эндоскопия? Эндоскопия. Ну, без нас хирурги не могут, анестезиологи не могут, терапевты тоже не могут, гастроэнтерологи. То есть вы Да, соединяете мы звено, да, как бы получается? соединяем и объединяем. Все, мне кажется, все медицинские науки вокруг эндоскопии. Так, даже кардиология, которая вот открылась в этом году у нас. Да. Кардиоцентр. Кардиососудистый центр, да. Вот Петр Иванович у нас в Да, гостях был. да, кардиохирургия. Да. Не оперируют как
Без нас. Без вас. Ну то есть вы предварительную, Да, начальную диагностику вы делаем. делаете. Если эрозии мы находим, язвы желудка, уже снимаем с операционного стола, лечим сперва, потом уже. Ну да, потому что показания к операции обязательно Да, нужно показания, какой-то да. клинический минимум. Да, который, клинический минимум, да, идет. который пройти. Ну, Стан- видите, как стандарт, много я знаю, оказывается. Стандартно. Даже стыдно. Вроде как вы не врач, да. Понятное дело, да, подготовка к Поэтому операции и все прочее. очень интересно. Вот каждый человек же индивидуальный. Вот, зрачок, говорят, да? Пальцы, Да, ну вот, дактилоскопия. дактилоскопия, да. А мы можем как человека не помнить, а вот его желудок, если больно, мы помним. Да. Даже по национальностям желудки разные. Даже так. Да, у якутов. То есть вы можете русских. классифицировать, как бы, не глядя на человека внешность, вы можете провести, ну, я так показал, конечно, так немножко это утилитарно, да, сказать, откройте рот, глотните, вот, да, изнутри и посмотреть, сказать, ну вот это какой такой, да. Характер интересно можно узнать? Да, характер узнать, да. Ну, говорят же, да, допустим, болезни внутренних органов, это, ну, вообще все болезни от нервов же, да? Особенно вот люди, которые нервничают, Да, у них желудок, пищевод, болит, да, желудок, сразу. это вот от нервов. Язва, да. Да, если ты нервный человек, если ты все время там злишься, Да. ходишь это, ну, то Сразу есть желудок сразу- смотришь, и характер можно узнать. Даже так. Даже так. Интересно, а какой у меня этот, можно, вам надо на прием доктора сказать, ну-ка узнайте, кого я характер, да, тик-тик-тик, по пунктикам, да. По пунктикам, да. А между тем, Да, Между тем у нас идет. Семен, а ты Обжар. скажи, пожалуйста, огонь пошел? Да. Может быть, это что-то, это лопаточка там, это, Не-не-не, нормально. на открытом огне, ты не боишься? Нет. Красавчик. Ну, будем посмотреть, что получится в итоге. Ух ты! Понаблюдаем, шеф. Да. Шеф, заработай. Я бы побоялся бы на открытом огне. Вот так. Это. Почти как столевар. Да. Это немножко это. Рискованно для меня. Ну, то есть очень надо следить, по-моему. Да, Семен? Да. Не отходя. По-моему, тут 30 секунд и можно что-нибудь. Но с другой стороны, жеребятина, у нас же есть же понятие как халахаты. Халахаты, да, Чуть-чуть с крови. С кровью. Ничего страшного. Сейчас вообще есть такая тенденция правильное питание. ПП. ПП, да. ПП, Модное, да. соль белая смерть, сахар белая смерть, жирное нельзя, это да, вот это уровень калорий, количество это читает. Ну, то есть башка кругом идет. Некоторые продукты вроде как бы совсем недавно было нельзя, пандемия у нас началась. Говорят, сено и сало полезно. Ну, то есть в меру можно, да. Вы сами как к этому аспекту относитесь, к этим вопросам? Тем как? более человеку, который все видит. Да, Все видите да, изнутри, глазами. да. 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 Внутри, да. Ну, Последствия. описывается почти как гастроэнтерологи. Поэтому я очень положительно отношусь к правильному питанию. Правильному Именно, питанию. Да. Ну, белки, углеводы, жиры правильно посчитать. Ну, последние годы я сам подсел на это. На правильное Ну, питание. да. Ну, то есть считать, сколько Да, что ну, есть. жена считает, конечно, жена же готовит. Ну, и очень хорошо себя чувствуешь после этого. Не обжираться. Ну, главное... Вот, не по-моему, обжира- самое да, ключевое да, вот, переедание. Да, все можно кушать. Ага. Все можно кушать, но Даже кока-колу и чипсы. кока-колу и чипсы можно, говорят, до 11 или до 12 часов дня. Вечером нет. Ну, чтобы Да. этот сахар быстро, Да, этот длинные углеводы. Если очень быстро хочется, это. первую половину дня можно все. А вечером уже на правильное питание. Да, вот больше овощей и все прочее, да? Ага. А как к раздельному питанию относитесь? А между тем уже все готово уже, неужели у нас? Да. А можно я фото сделаю? Мне Да, разрешают это сделайте делать? фото. Очень быстро мы приготовили. Ну, тем и говорится, просто и вкусно, и быстро. Да, у нас просто вкусно. И быстро. Да, и быстро. Семен, спасибо тебе большое. Между тем, мы как поступим? Между тем, я бы хотел. Да, вот Да, я бы все хотел мы- разделать. Я бы хотел. Тогда дай мне, пожалуйста, вот это. Да, Ну, разделать, давай, вот это. придерживаю и разделаю. Аккуратно, вот так. Все видно? И может на досочке. Ну вот так.
О, рыбка. Твердый должен Там быть. центр початка. А, он и не режется ни разу. Не-не-не, большим надо. Да-да, вот этим, наверное, возьму. Что-то ты мне что-то не дал. Ты меня подставил. А, вот. Наш якутский нож, да. Наш якутский. Универсальный. Да, универсальный. Надо, по-моему, это... Он так и считается же универсальным. Да? Ну, ребята, что? Семен, вилочки? Или можем прямо руками? Можно руками. Мужиками можно, да. Тарелочки, вилочки, салфеточки. И что? Салфетки. Давайте пробовать и за неспешными разговорами наслаждаться нашей простой вкусной едой. Да. Налетай, торопись. Да, внутренняя сила немножко это. Ну, Да, ничего. пусть остывает, да, немножко. Красиво. Как солнышки. Как солнышки. А ты мясо нарезай. Как мы любим. Да. И показывай на камеру, как у нас это все должно было быть, потому что у нас обязательно требует, чтобы и показать, что у нас получилось-то. Как мы Там любим. же- там Как же- мы любим, немножко с Там же кровью. говорят, медиум, еще что-то. Да, еще? rare. Rare, medium rare. Да. А у нас получилось medium rare, да? Семен? Да. А я прям люблю вообще вот так. Это же не кровь, это же как назвать? Скровица, да? Да. Сок. Сок. Ну что, друзья, приятного нам аппетита. Да, пусть завидует. Да, просто вкусно. Просто вкусно, да. И закусывай. Возьмите их в ручку. Пает. Насчет раздельного питания я вот начал вас спрашивать. Ну, Как? Класс. раздельное питание я сильно не понимаю. Ну, Мне кажется, Да, говорили, что древние якуты жили долго, потому что у них было раздельное питание. Просто типа у них не было муки, либо они либо конкретно мясо варили, мясо кушали, либо там если оладьи, то оладьи, кырчах, то кырчах, типа так. Ну, вот якутская кухня очень, мне кажется, очень полезная. И говорят же, они же поздно кушали, да, перед сном. да. Сейчас тоже считается, что нельзя голодным спать. Все равно надо что-то покушать потом. Когда желудок голодный, и сразу спишь, он тоже сок выделяет же. И начинает да, сами изнутри себя. да, и все равно что-то надо кушать все равно. Голодным не надо спать. Поэтому якутское питание, мне кажется, очень полезно. А как насчет того, что там после 7 не есть, там что-то такое? Ну, вечером яблоко, говорят, можно. Ну, там, Яблоко. фрукта, какой-то овощ, да? Не, после 7, нет, можно, 9-10 даже можно. Ну, Перед сном. кырчах, Да. печенюшка. Ну, не кырчах. Кырчах, говорю, 40, Сорок. 40, да. Я с детства помню, обязательно мы поужинали, и вечером 40. Печенюшка, либо яблоко. Ну, 40 можно взрослым, детям говорить нельзя, потому что они слизь выделяют ночью. Вот. Может кашлять ребенок А, да? ночью. Так что детям тоже вот надо. Семен, просто класс. Вы же упомянули, что много где стран были же, да? Ну, путешествовали. Какая кухня запомнилась больше всего? Или, может, нравится? Нравится? Азиатскую сказать. Ну да, азиатская. Очень нравится уже. Ну, мы в семье уже почти азиатскую кухню готовим почти каждый день. Ну, тайская, вот, индийская, китайская. В основном, да. Или якутская, или азиатская кухня. Нам нравится и так. Уже привыкли. Уже как-то. Экспериментируйте с едой. Ну да, вот с приправами, вот. Что-то новенькое, да? Новое. Ищешь что-то там. Так. Семен, по-моему, для следующего гостя запасы делает для Очень углей. греет, я тут На, стою. греет, да. Мне Жар- очень а, греет. жарко? Да, стало жарко.
Да, вот сейчас дождик пошел, хорошо же. Да. Наша на якутская. Якутская Уйгуйен. Да. Угуян, да. Мы Передачу вот. сегодня выходили, заходили. Мы в гостях у Альберта Окорокова находимся. У него, еще раз упомяну. Спасибо Альберту. Да, мы заходили, выходили. Вот Да. у нас сейчас Красиво, да. совсем недавно дождь прошел. Мы быстренько укрылись в беседке. Вот. Вы рассказывали, что у вас тоже хобби, вот свое строительство частное Ну, строительство. да, в этом году мы начали. Ну, сперва дети начали строиться рядом, ну, в Цергалях. Дальневосточный вот уже есть ипотека. И нам, мы подумали, почему мы рядом. Ну, дачный домик есть. Ну, можно летом жить. Чисто летний вариант. Да, чисто летний вариант. Ну, там место есть рядышком. Почему бы нам и рядом с детьми построиться и жить? И стали строить. Уже вот, уже в стадии уже завершения. В этом году хотим жить. Ну, сами лично. Да. Все своими руками. Нет, своими. Нет. Ну, нету такого тяги, чтобы Тяги- попилить, что-то там построгать. Тяги нет, пока нет. Но желание что-то есть, попилить. Ну, строить ради, вот когда студентом был, 4 года я в строить ради, там же коровники везде строили. Ну да, а что делать так? Ну, топором-то Тем умеем. более советские люди. Да, топором Это же умеем просто махать, отправляли, и никто тебя не спрашивал. но вот точно вот выстроить нет, пока нет. YouTube помощь. YouTube помощь, Да, посмотреть, раз. Да, вот я смотрю, вот нашего общего друга Дима Горгунова. А. Он уже все руками, инструменты. Вот там. Вот, кстати, его где-то тут, дощечка где-то у нас тут. Мы использовали. Да. Да, это вот Димина. Цельный кусок дуба. Да, вот это. Frog Furniture. Ну, то есть мы, Frog, пользуясь да. случаем, это он наш продюсер, Дима. Диме привет. Да. Ну, его передачу смотрю, и вот тоже, может, потом начну. Не глобальная стройка, а вот руками. Ну, что-то мелко, делать да. своими, да? Ну, табурет, с Ну, как табуретки говорится, начать. если у Аргунова получилось, почему у вас не должно? Да. Да. Тем более, да. Вот. Владимир, как врачу, провокационный вопрос. Как вы относитесь к ЗОЖ? ЗОЖ. ЗОЖ. Ну, не скажу, что отрицательно. Ну, можно. Говорят, Иногда можно? Да, иногда можно. Ну, не злоупотреблять. Это везде. Главное знать дозу. Это везде. Это не только к алкоголю. Питанию, там, лекарствам вот, лечимся. там, Да. когда. Потому что все, как бы мы тоже самое думаю, что у нас проблема в излишествах. Да, в переедании, допустим, злоупотреблении, все это касается. не То есть мы совсем. немножко одно видение с вами. Да. Совсем вот отрицать, как наш учитель Карл Георгиевич Башарин, совсем отрицать. Нельзя пить. Мне кажется, невозможно, и можно все равно. Ну, как говорится, жизнь одна. Да, Человек сам заполняет свою чашу жизни, чем ему Дорогие заблагорассудится. вина дорогие можно, виски. Вот такие. Ну, здорово. Расскажите о своих друзьях. Друзья. Да. Ну, Кто ваши друзья? Ну, друзья, ну, есть, конечно, одноклассники. Одноклассники, которые вот мы закончили 10 лет. Верхнеюрьская школа имени Барахова. Не физмат-школа, который Михаил Андреевич обычная. Ну, до сих пор друзим. Встречаемся постоянно. Вот недавно тоже встречались. Ну и студенческие друзья тоже, которые вместе работаем. Ну, как бы мы же работаем, как бы трудоголики, как Да. ответственно. Ну, Вы как говорили, да. Полдня на работе, Да, полдня в семье. да. Да, полжизни. Да. Полжизни И на работе, полжизни. наша работа очень ответственна, как бы судьба же человека зависит от нас. Да, от очень ответственно, да. От наших мозгов, рук. Поэтому, ну, друзья тоже коллеги. Коллеги, друзья, получается. Единомышленники, получается. Единомышленники, да. А как отдыхает? Отдыхаем. Как вы отдыхаете? Отдыхаем. Ну, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Ну, Ох, я уже эту фразу слышал. ну, у нас общество есть, друзья. Ну, там в основном тоже медики. Ну, не медики тоже есть, но мужья, жены же есть. Ну, там человек 20,
ну, 30, Мгм. даже 40, может быть. Мы встречаемся каждый праздник. Ну, у нас есть такая традиция, дачный сезон, как открывается, Открытие дачного сезона. по дачам. Кочуем. От Та-да, дачи, та-дам, от та-дам, дачи. да. Кто построился, сразу вызывает там типа новоселье. Что-то построили, беседку построили, туда собираемся. Дом построили, туда собираемся. Или выезжаем за город. Ну, кто хорошо работает, хорошо отдыхает. Ну, когда встречаемся, ну, сильно, конечно, не напиваемся. Ну, песни поем. Ну, у нас очень много музыкальных. Либо наоборот, тот, кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает потом, да. Это же взаимосвязанные вещи. Если все человеческое не чуждо, все делаем, да. Так отдохнем. С детьми, с внуками, все собираемся. Праздники. А есть люди, которым вы восхищаетесь по жизни? Может быть, в детстве в кумиры были. Ну, я, например, Виктор Цой, Брюс Ли, там, например, да. Что-то типа такого. Таких, ага. Ну, вот, которые, вот, может, песенники, Митяев, вот, ну, Цой тоже, Да, тоже немаловажно. Цой постоянно я слушаю тоже в машине. Ну, вот русский рок люблю. Старый русский рок. Старый наверное. русский, вот, Да? Цой, да. Аквариум. Аквариум, вот. Машина Дженни, да. Слушайте, а еще есть такое, ну, бытует мнение, да, что у врачей юмор свой. Да, свой, может быть. И он какой-то, такой да, с оттенком да. черноты. Да, черный. Не все поймут, да. Да, не все поймут, да. Ну, профессиональный юмор, конечно, мы между собой говорим. Ну, Который как-то, чисто да. между врачами, да. Ну между и вообще врачами, про врачей очень много же анекдотов есть. да. Да, анекдот. Да. Как вы относитесь к этому? Нет, ну, хорошо. Хорошо, да? Да. Значит, все в порядке и самоиронии. Да, самоирония, да, есть. Я вроде же как бы моложе вас, но если вдруг я пошучу, как вы на это отреагируете, например? Нет, я не обижусь. Ничего страшного, Ничего да? страшного. Да, потому что же всегда же говорят, что человека, который не собирается обижаться, обидеть невозможно. Да, Так? да, так. Да, ну то есть вы, соответственно, к этому и так относитесь, да? Нет, шутка я хорошо отношусь. Такой. Подшутить, а розыгрыши между... Вот вы говорите, что у вас сообщество свое, там да, человек розыгрыш. 20, да. Ну да, Кому, постоянно. кого-то разыграть Да, там, да. подкалывать там. Специально да. подкалывать, да. Ну, смеемся, да. Это нормально? Нормально. Мне кажется, смех Да, смех очень облегчает жизнь и удлиняет вообще Удлиняет, жизнь, да. да. Говорят же, многие проблемы Тем более можно вот тупо на работе обхохотать, да. там проблемы, там все бывает же. Люди умирают, там больные. Ну, это само собой, это часть жизни просто. Медицина не бессильна же. Ну, надо отдыхать, расслабляться. Ну, не напиваться, а расслабляться, да. А как вот все-таки, есть же понятие все-таки врачебная ошибка? Ну, вот это серьезный вопрос, Да, наверное, уже сейчас да, мы очень приняли, серьезный да. вопрос. Ну, есть, конечно. Да, может быть, человеческий фактор там, да, где-то. Каждый врач же все равно думает, если, не дай бог, пациент у него на руках умирает, или что-то серьезные какие-то увечья может получать, то как справляются врачи с тем, что Ну, есть которые не цена, цена да. которую заплатил за это? Ну, сейчас, да, много вот судебных разбирательств, много. Ну, есть врачи, которые не справляются, да, уходят, Либо вообще уходят от да, медицины. Да. Ну, как справляемся? Ну, поддержка близких. да, наверное. поддержка близких, да, коллег. Сейчас очень много пошло. Вот. Да. Я знаю, что медицина судеб. не всесильна, к сожалению, Да, да. Ну, то есть врача, мне кажется, самое главное сделать все возможное Всё от него возможное, зависящее, да. а дальше уже, как говорится, сам пациент. Да. Потому что редко так бывает, за исключением травм, когда человек приходит с болезнями, все болезни в основном приобретенные. Я не считаю, конечно, там, детей малолетних, которые уже там родовыми травмами родились и прочее. Но, допустим, если в возрасте больной, то, увы и ах, это, мне кажется, Последствия чего? последствия чего-то, да. Да. Ну, нездоровый образ жизни или Да, отношения к жизни Ну, и вот все как раз прочее, да. Нервов, опять же, да. Если ты слишком много нервничаешь, куда деваться-то, рано или поздно заберешь. Если ты какую-то обиду внутри себя затаил, я считаю, что это психосоматика, да, очень сильно Есть влияет. такая теория, что да, Да. даже рак, когда вот. Рак, да. рак Обида — тоже. это рак. На прямой путь. Такая теория есть, да. Да, поэтому говорят, когда если тебя обидели, на следующий день забыть. Все.
Помыть, да. Один раз обозлиться, отомстить и забыть. Или вместе до блюда, которое потом Подается, да? подают холодным, да. А у нас между тем вот блюда наши уже почти что холодные. Да, я предлагаю все-таки это. Семен, может, нарежем еще по кусочку, еще Давайте. бахнем. Слышали, какое лето будет у нас в этом году? Ну, лет Следите вообще за за прогнозом. прогноз. Ну, нет, каждая погода же. Каждая погода благодать. Да. Или как англичане, да, плохой погоды не бывает, Да. бывает плохая одежда. Но по мне самое лучшее вот 20-25 градусов тепла. ну, не слишком жарко, да? Самое комфортное, да? Да, жарко, слишком жарко тоже плохо. Ну, конечно, если слишком... В прошлом году какое лето было жаркое. Жарко, вот, да. Да. совсем. Ну, мягко говоря, это что-то был черный ужас такой. Попробуем, Как да, раз дальше. вот сегодня, как сегодня. Еще раз нормально. попробовать. Как сегодня же нормальная погода. Дождик, тепло. Ну, как в тропиках. Раз-раз дождь, и опять же солнце выглянуло. Вроде как жарище, и немножко уже начинает накрапывать. А правда, что вот с изменением погоды человек тоже по-разному себя чувствует же, да? Ну, допустим, у кого-то сустава начинает найти и все прочее. Метеозависимые люди. Ну, есть метеозависимые. Но это все равно тоже как бы самочувствие, ну, как бы, Психосоматика. да. От человека зависит, да. Да. Вот дождик. Если ты Да. каждому дню рад, ну Да, почему нет? Так ну какая да. тебе разница, Ну, какая минус разница? 50 или плюс 30? Да. Дождь, град. Ну, Надо радоваться жизни, да. Проснулся, солнце встало, ты же да. счастлив, да. Ну, живой проснулся, да, рад, будь добр, радуйся, да. Что-то болит, но Да. значит ты живой. Да, значит, все живой, да, если что болит. Все, что Если ничего не не болит. убивает нас, как говорится, да. А вот есть у вас жизненный девиз? Жизненный девиз. Девиз это как бы Ну, либо какое-то там сочетание слов, там, я не знаю. ну, жить и радоваться, ну, как вы сейчас сказали, каждому дню. А мечта у вас какая? Мечта. Мечты? Мечта. Ну, чтоб- Кем вы видите, например? Ну, рано или поздно же вы уже на пенсию, допустим, да, уйдете. Да. Кем вы видите, например, себя через 10 лет, через 15, через 20? если на пенсию Через 50, кем вы себя видите? Ну, я собираюсь очень долго жить, да? Ну. Ну, работать нет. Ну, в семье дом же построил, там буду жить, внуков нянчить. Какое-нибудь хобби найду. У вас же очень много внуков, кстати. Да, 7 внуков, 4 детей. А расскажите про семью свою немножко. Ну, у меня тоже, как я, наш медцентр тоже соединил. Тоже пришли работать, встретились, поженились, дети пошли. И вместе работаем, в одном отделении даже работаем. Даже так? С женой. Подождите, вы за ручку идете на работу Да, и с работы? 24 часа Очуметь. в сутки. Я бы так не смог бы. Ну, Ну, как бы, да. извините, пожалуйста, это шутка, да, но тем не менее, я не знаю, как Да. бы я бы... Да, 24 часа в сутки. Я 26 лет женат, но я не представляю себе, был бы я женат 26 лет, если бы мы каждый день на работе и дома, дома вместе. всю дорогу вместе были бы. Ага. Ну, так и, Ира, прости, пожалуйста, ну ладно, это правда. да. Это, кстати, очень удобно, хорошо, все. Ну, наверняка это удобно, да. На одном такси, на одной машине. Да, на одной машине, да. И на работе кушать тоже там готовишь. Все сообща, все все решать сообща, вместе, да. все решать вместе, да? Да. Так что вот центр для меня, ну, уже как-то жизнь. Уже. Не только работа, это уже смысл жизни я ходу. Ну, может быть, так. Хорошо, а у вас 4 детей же, да? Вы каким-то образом специально их воспитывали? Опять же, серьезный Ну, вопрос. дети у меня взрослые, конечно, но Да, как бы ну, то есть- воспитывал, ну, в своем примере только. Классно. Да. Да. А так вот ты должен... Да, ты должен вот это... Кстати, у меня вот из 4 детей медиков нет, А, врачей нет. ну, в душе, наверное, мечтали, чтобы кто-то медиком стал, да, или нет? Ну да, все равно. Да, но все равно же, как бы, Да, что-то, кто-то, чтобы да, по твоим да, стопам, да. может быть, то, что ты теперь- не успел сделать, или, может, лучше сделать, все такое. Надежда Да. на внуков. Да, Да, да. надежда на внуков, Я всем почему-то всем, да. хотел, чтобы мои сыновья физиками стали, да. Ну, у меня первое образование физик, потом думаю, ну какого черта? Ну зачем, да? Ну пусть, лишь бы человек был счастливый, чем угодно пусть занимается. Вот.
Медиков нету. Физика вы наши заканчивали? Физфак? Или нет? Да, физфак, да, местный, ага, ЕГУ. 92-й год. Вот. Потом очная аспирантура, а потом резко в рекламу ушел. Ну, передача не обо мне, но иногда я так бывает, что беру У меня наглость и нескромность. Теща работает там, Тамара Ильинична Степанова. М. Физфаке. На физфаке. Ну, сейчас ФТИ, да. ФТИ, да. Да, когда я был, учился, физфак называлось. Ага. Вот. Всех физиков она знает. Физики, лирики. Да, физика, лирика. Физики, Да, вот, лирики, кстати, в студенчестве мы жили с физиками. 13-й корпус живу, Мгм, старый. старый. Да, Там да, да. Медики и физики были. А потом 18-й построился, и физиков туда. Там. Ну, жили. В мое время было страшные 90-е годы, страшный 18-й корпус, да. Пока до 8-го этажа дойдешь, там, с чего только можно было, чего только не огрести, как Ну, говорится, да, да. мои студенчество тоже. Вопрос тоже немножко серьезный, но опять же таки относящийся к вашей профессии. Мы столкнулись 2 года назад с невиданным до ранее вирусом, и началась пандемия, которая всемирная. По вашему мнению, да, это что такое вообще? Ну, Никто же не прогнозировал. Вообще никто- мир оказался да, по да. большому счету не готов. Не готов, да. Ну. Очень страшно было. Сначала было, ну, сколько угодно теорий заговора, что кто-то специальным образом разработал вирус. Работал, да, человеческое Никто не верил, проблема, что да. человек там летучую мышь съел, и почему это пошло. И на весь мир это распространено. Я понимаю, там в рамках одной страны, там, да, ну, допустим, как ОСПА или что-нибудь Да, такое, да, вот вот тогда было. Локализованно. Да, локализованно, да. А тут весь мир хватило. мир. Это что такое вообще было, по вашему мнению, врачебному? Ну, так, ну, раньше же это было, да, испанка тоже. Да, нет, но ну это вот человечество испытывало приходящие вот эти эпидемии и пандемии. Пандемия была, кстати, очень редко. В основном эпидемии были, да. А пандемия это когда вообще все вот так. Да, Весь мир так спал да, на колени и думает, блин, как дальше жить им, быть, как дальше да. бороться. Паника Потому что была, да. только сообща. Паника Только была. была, да. Паника была в первую очередь из-за того, что ну, очень мало было информации достоверной. Ну, то есть очень много разных мнений и как бы это. Что вы думали? Ну, так-то. Ну, наша задача была противостоять медикам, да? Да. А вот... Тем более что вы это- первые, самые да, на да, грани, мы- которые, Да, да. у нас наш медцентр тоже организовали. Очень большой стационар с реанимацией. Многие работали там тоже. Кстати, эндоскопия тоже там мы же бронхи. Когда вот через легкие же едут. Да. Бронхи чистили тоже на первом краю. Но что это было, ну, даже не знаю, не могу ответить. Да и у многих, по-моему, нет Да, ответа на это. Да. Так, а как вы думаете, есть вероятность того, ну, наверняка есть, насколько ли вероятность, поставлю по-другому вопрос, насколько вероятность того высока, что это еще раз может повториться и вернуться? Хотя она еще и не ушла вроде Еще как. не ушла, да. Но. Ну, по прогнозам, да, по нашим данным, вот, медицинском. Новые, да, более сильные, мутировавшие вирусы, говорят, какие-то там еще появляются. осенью всплеск будет, говорят наши эпидемиологи. Вот недавно мы были в Санкт-Петербурге То на есть нам конференции. эти все маски, Да. эти все средства, Да, которые да, там да. выбрасывать Бросать рано. не надо. Осенью, где-то осенью еще будет. Ну. Ну, готовимся. Ну, мир изменился. Мир изменился насчет того, что люди и общество, страны начали по-другому уже жить. Да? Оказалось, что не так-то много и нужно чиновников. Оказывается, можно 80% Да, работ да. выполнять, сидя дома. Удаленная работа и все прочее. Ну, то есть оказалось, что это факт, да. Ну, конечно, я не говорю, что о заводах, которые вот конкретно нужно, что Да, это. для Но очень многие аспекты жизнеобеспечения. жизнедеятельности оказалось, что можно, ну, чуть ли не дома. Зато медики уже Да. оказались нужнее Да, всех. и нужнее всех, да, которые вроде как бы... Ну, я не говорю за развитые страны, где зарплаты, допустим, у медиков очень высокие, да. А то есть ваш, как бы, род, скажем так, да, ну, то есть, скажем так, вдруг оказался нужнее всех. Нужнее всех. Ага. Аптеки процветают. Аптека. Процвели, да, еще более махровым цветом, как Ну, говорится. для этого, ну, мы как бы только боремся с последствиями, же, чтобы... Да. Поэтому надо
готовым быть, вакцинироваться всем, кто не вакцинировался. Да, или вот вакцинироваться. единственное, по-моему, это решение, ну, история показывает, что это только вакцинация. Да, Никак и иначе. история так показывает. И Да, все эпидемии преодолевали только с помощью вакцинации. антиваксеры вот есть, конечно, но их убедить невозможно, конечно. Да, но какой-то слой населения, процент, он да, везде есть. он везде Будь то есть. Россию возьми, Да, Италию возьми, Америку возьми, они там свои эти марши, демарши, все прочее делают. Ну, а что делать, как вакцинироваться говорится, да. Стопроцентной вакцинации нету. Но мы, по-моему, уже достигли чуть ли не 70% в России, да? Или 70 с чем-то уже. Да, 70 около. С чем-то, чуть чуть больше. больше, Да, это нормально, это высоко. Говорят, когда 80% по всему миру, тогда Это уже можно, коллективный. да, коллективные вакцинации, то иммунитет. тогда можно и коллективный иммунитет, можно эту болезнь преодолеть. Ну, то есть любую Любую, пандемию. да. Ну, вакцины я верю, да. Видите, а вы сами вакцинированы, Да, получается? вакцинированы. Ну, медик еще через Я тоже. через каждые полгода еще. Ага, ревакцинация Для еще. вакцинации медикам. А обычно через год, получается. Через год, да. Ну, медикам обязательно, конечно, да. Тем, которые, ну, в первую Да. очередь могут столкнуться. На первом крае. Вот. Итак, Владимир, мы сегодня, я считаю, что очень так плодотворно, интересно с вами побеседовали. Спасибо вам большое, что вы были сегодня Приятно, нашим да. гостем. Да. Спасибо Семену, Да, что вы он вместе, то, что вы подготовили быстренько мясо, кукурузочку так подготовили, вкусно кушаем. Просто и вкусно. Просто и Традиция, которой мы не хотелось бы нарушать. Я хочу вам дать слово для пожелания нашим телезрителям. Вот, пожалуйста, на эту камеру. Дорогие наши зрители, я пришел на эту передачу «Просто вкусно». И приготовили мы с Семеном. Очень просто вкусно. Просто вкусно. Просто вкусно и быстро приготовили. Очень вкусно. Все кушаем. Ну, что могу сказать? Ну, я как врач, во-первых, да? Скоро День медика. Вот, да. Да. День медика. Вот это воскресенье уже, следующее воскресенье. Всех моих коллег поздравляю с днем, профессиональным днем медика. Еще более глубокие поздравления моим коллегам из Республиканской больницы номер 1, Национальный центр медицины. В этом году у нас юбилей. Да, 30 Юбилей лет. 30 лет, 30 лет, да. Уже, да? И всех моих коллег, особенно эндоскопистов, поздравляю профессиональным нашим праздником. Ну, всех зрителей нашей необъятной Якутии и всего мира, наверное, России, поздравляю приходом вот такой очень хорошего лета. Долгожданного нашего якутского, короткого. Не успеем оглянуться, мы да. уже будем стоять в ресторане. Да, как сегодня, да. Дождь, град, солнце, жара. Поздравляю. И все, как медик, как врач, говорю всем, желаю всем здоровья. Конечно, если здоровье будет, все будет. Всё. Ну что ж, Владимир, еще раз вам спасибо. А я Петр Цыпандин. На этом потихоньку заканчиваем. Владимир Федотов, врач-эндоскопист, Семен Тарбахов, мой соведущий, Якутия-24. Ребята, это просто и вкусно. Будьте здоровы, всего вам доброго. А мы что? Мы уходим за кадр, продолжаем наслаждаться.